Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные, глубокие, широкие, объемные, смысловые темы с такими же объемными, интересными, глубокими людьми, которым, как я выражаюсь, всегда есть что сказать. А мой сегодняшний гость, он не только говорит, но еще и пишет. Точнее, не пишет, а рисует, но у них принято говорить пишет. У них это у художников. Мой гость — это один из выдающихся украинских художников современности, один из тех людей, которых я очень люблю и ценю, Владислав Шерешевский. Добрый день, дорогие друзья. Влад, я как художник художника хочу вот что спросить. Скажи мне, пожалуйста, вот я простой человек, хожу на выставки, посещаю практически все Это выставки. уже плюс. Уже плюс, да? Да. То есть я уже вырос в твоих глазах чуть-чуть. Вот. Не на мою выставку, а вообще, Вообще, на да. выставку. На твои в Это том да, числе ну, хожу, конечно, обязательно. И вот такой у меня с детства возникает вопрос, так как я учился в рабочем районе, и наша наскальная живопись, она была такая безыскусная достаточно, я не разбираюсь в искусстве. Скажи мне, как отличить простому человеку хорошую работу от плохой? Я картину имею в очень, виду. очень простому человеку будет сложно отличить. Такому, типа меня такого. Ну, это не типа тебя. Ты ж все-таки ходишь. Во-первых, ты ходишь по выставкам. Во-вторых, ты же с детства ходил. Ходил, но все равно нет Какие-то критериев музеи, каких. какие-то. Ну, это глаз должен быть насмотренный для того, чтобы отличить. То есть Потому что первое надо ходить все-таки на выставки часто. вот что хотел сказать. Я уже давно заметил, у меня среди ценителей и покупателей из богатых людей очень много людей, которые занимались в детстве в художественной школе. Ну, там, 2-3 года, там, особенно это девочек касается. В какой-то музыкальной школе. В общем, как-то они к искусству были с детства натасканы, очень отдаленно. И несмотря на то, что потом они занимались всем, чем попало, где-то оно там отложилось с детства. Вот. Если с детства не отложилось, то это надо потом очень, очень насильно себя заставлять. Там, я знаю и таких людей, которые объездили там все музеи Европы, Америки, там, пытались слушать лекции, там, в интернете что-то изучали. Ну и, конечно, внутреннее чувство какое-то должно быть. Это ж как музыку, она или хорошую от плохой можно отличить. Музыку проще, мне кажется. Ну, Да. поп-музыку проще, Ну, а вообще. классическую все-таки или там джаз уже все равно надо Да, как-то там, конечно. да. Но все-таки люди, знаешь, они как-то музыка, она в уши влетает, тут напрягаться не надо, сравнивать не надо, ничего не надо. У меня вот критерий один. Вот я хожу, к тебе, когда хожу на выставки, там, к другим нашим друзьям, хожу, смотрю, вот два раза обойду, и вот на какой работе у меня что-то там где-то щелкнет в моем нехитром затылке, значит, я понимаю, что вот это моя работа. Не значит, что остальные И ты плохие. ее сразу покупаешь. Да, мысленно. Мысленно покупаю, а так обычно просто облизываю глазами. Покупаешь и даришь музею. Да. Я бы, я понимаю, что такие люди тоже в природе сейчас встречаются, Не да. встречаются. Уже не встречаются, Ну, да. я не встречал. А вот эта эпоха терещенковская, вот эта эпоха меценатов, да, которые вот эти музеи, они же, по сути дела, это бывшие частные коллекции, да, Сейчас, вот дай бог, киевские. чтобы был спонсор хоть какой-то. Хоть какой, да. Ага. Спонсор — это ты мне, я тебе. А Мгм. меценат — это только мне, например. Мгм. А Или спонсор — только это музей. когда просто много заказывает человек работы и поддерживает художника таким образом, да? Ну, он не просто так. Мгм. Мы меняемся. Я понял, да. А ме Как говорит мой сын, по бартеру. меценатов щас вообще такого рода людей не сыщешь, да? Ну, есть Мгм. полумеценаты. Но мало. Один или два. А что сейчас в украинской живописи является мейнстримом? У нас аудитория такая, я бы сказал, непростая, потому что у нас люди думающие смотрят, люди чувствующие, и многие в оккупации находятся, и люди видят эту всю пошлость российской вот этой всей художественной эстрады, все этих лозунги, все этих работы дурацкие.
Вот, нет в них ничего человеческого. Что сейчас мейнстрим в украинской живописи? На что стоит обратить внимание? Куда сходить? На каких художников? Если люди в Киев вырываются из Крыма с оккупированной, ну или из других городов приезжают. Или в других городах тоже там что-то есть такое, что надо посетить непременно человеку. Ну, сейчас после открытия, после карантина, сразу пошли ряд хороших выставок. Мгм. Например, выставка Шерешевского в Национальном в Киевской картинной галерее, Национальном музее. Ахра Анджижала открылась Да. в белом свете. Сегодня в триптихе Андрей Блудов открывается. Это все-таки серьезные художники. А что касается ну и мы ждем, скоро еще какие-то будут хорошие выставки. Я сейчас просто немножко не вникаю, Не, ну потому мы же что не афишей сейчас начинается, да, занимаемся, да, просто в целом, да. начинается немножко мертвый сезон, но художники у нас хорошие, особенно когда их сразу много вываливает. А сейчас вы как с ковида-то как вытащите из Да, своих да, да. мастерских-то Во-первых, все? всем интересно, потому что люди долго не показывались. Вот серьезные художники, потому что сейчас еще есть такой нюанс, это все эти платформы, там, Силь-Соль и другие, очень много появилось красивого искусства. То есть а ведь есть там мастеровитые очень художники, люди пытаются понравиться. То есть и начинается соревнование, кто больше понравится Мгм. Вот. широкому загалу. Так вот, у вас же есть тоже такое понятие, как и в музыке, попса и рок-н-ролл, да? То есть, ты говоришь, сказал слово «понравится», так немножко, наверное, не то что с раздражением, но как к такому угождению публике. То есть есть художники, которые рисуют просто для себя, как они понимают, а есть художники, которые, ну ничего плохого нельзя сказать, но хочется людям работы продавать, которые пишут на вкус публики, знают примерно, что Ну, нужно. во-первых, знают примерно, а Мгм. во-вторых, из-за того, что это сейчас стараются показывать, Мгм. ведь эти ж художники, там какие-то свои серьезные там картины, которые не понравятся там девочкам каким-то, они не выставляют на продажу. Мгм. И создается такое обманчивое впечатление очень, очень красивого искусства, такого, которое у нас якобы появилось. Честно говоря, давно не было. Когда-то был «Арсенал», когда там была Заболотная, и там проводились выставки, Большие, что тоже большие много. выставки, и там людям было стыдно выставлять там что-то там несерьезное, ну, Мгм. Мгм. какую-то просто красивую картинку, потому что ну, там как бы по гамбургскому счету такой Ну и зал там, коллеги же рядом тут да, и висят там тогда все, висят да. Мгм. серьезные художники, и не только украинские, но там были выставки и мировые, там и совместные. Вот. Сейчас этого немножко нет, не хватает этого, не хватает. Вот из-за того, что искусство ушло в интернет, вот, обманчивое впечатление. То есть настоящее искусство уже только ценители знают, которые там ходят к этим мастерам, к этим мастерам, к этим мастерам. Ну, каждый к своим Ну и мастерам. что вот это искусство ушло от народа опять, что ли, куда-то? Ну, ну, оно всегда было к народу не близко. Но, с другой стороны, наоборот. Вот это красивое искусство народ как-то придвигает к искусству. А из 10 придвинутых к искусству один или два начнет копать глубже. Вот я сейчас возьму альбом твой и задам тебе вопрос. Это свежий альбом, уже не первый. Я хожу на выставки, и мне, признаюсь, дарит Владислав альбом. Вот этот альбом. И что вот, как можно, это что, некрасивое, что ли, искусство? Ну, красиво. Ну. Но по-своему. Еще ты отличаешься тем, что ты к каждой работе ну почти каждой, придумываешь смешную подпись. То есть у тебя такое Ну, гибридное искусство. С одной стороны, работа действительно высокого уровня художественного, и тебя ни с кем не спутаешь. С другой стороны, ты к этому еще добавляешь какой-то юмор, и даже и политический юмор, и какой ну, угодно. юмор, но не Да. всегда. Там же ж есть работы серьезные, понимаешь? Нет, не всегда, Я всегда конечно. люблю трагикомедию. Там В принципе, и в да. кино, и в театре, и в живописи. Там бывают такие картины, которые могли бы заставить человека задуматься и плакать сразу. Мгм. Но через вот это смешное название или там какое-то, оно как бы легко к нему заходит. Ну, и я такой человек, я так как бы играюсь, мне так, мне так веселее, проще. То есть, Не, ну ты, то как есть бы игра так ты ж такой шутник и юморист сам по себе, да? очень, да, да.
Но вот я бы не сказал, что эти работы прям какие-то действительно смешные, юморные. Правда, трагикомедия. Там есть такие герои, и есть картины, которые вроде смешно написаны такие. Вот я помню, мальчик в чем-то красном, он шел там, у тебя маленький мальчик, и он в таком, в окружении каких-то монстров, больших людей. Я не помню, или девочка это была. То есть такой какие-то аллегории одиночества и что-то еще. Но вместе с тем смешными подписями, похожими иногда там, ну, на одностишие какие-то или на каламбур, это, скорее всего, чаще всего бывает, да. Вот, а ты сначала придумываешь, вот у карикатуристов как? Ну, просто я в газете же работал, я знаю, как они работают. Они идут все-таки от фразы, от темы, от какого-то каламбура смешного, от анекдота иногда, от политического события, а потом с разной степенью талантливости они это рисуют, да. А ты сначала рисуешь, а потом сидишь, так сказать, репу чешешь на тему того, как это подписать? Или ты сначала придумываешь какую-то хохму, а потом ассоциации визуальные пишешь? Ну, каждый раз. Это как, знаешь, Каждый спрашивают, раз. что сначала, песня, музыка или стихи, Да, да? да. Но Мгм. это, например, у Маккартни и Леннона, если спросить, они Мгм. тоже не скажут, что они вначале Но Леннон-то придумали. точно уже не скажет, да. Да. Мгм. И так же и я, потому что сегодня, например, я давно хотел нарисовать такую женщину возле воды на ветру. Сегодня была написана картина. Мне не хватало там чего-то, вот я придумал эту субмарину такую, чтобы тревога какая-то, что-то всплывающее, понятно? За Ну, ее плечом всплывающая. Она да, такая да, вроде да, смотрит счастливая вперед, за да, спиной да. море, И да. пока не выскочило название Мгм. Марина с большой буквы. Потому что все это желтые лодки, там все это как-то оно слишком легко поверхность. А вот Марина, тяжелая картина получилась о тяжелой судьбе женщины моряка, например. Как-то сразу ты об этом и не задумывался даже, да? Да, да. То есть это по Ну, ходу дела все может да, меняться. это все, да. Ты ж когда я мазки кладу, я не думаю, как я кладу мазки. То Ага. есть оно ведь как у скрипача, пальчики сами бегают. Но в это время я там что-то А это размышляю. правда, что вот что-то вроде, ну, как вот в Крыму же такой мистический ислам был, особенно в средние века, там, в поздние средние века, да, вот в 17 веке еще и были дервишские ордена, и они медитировали, и в какое-то ну, измененное немножко сознание, там люди молились там, и так далее. Вот это измененное сознание, что-то есть, на какую-то связь выходите с высшими силами, рисую картины, и ты говоришь, я же не думаю, когда мазки кладу. Есть транс какой-то такой, в хорошем смысле? Транс есть, когда у меня лично, у всех же ж по-разному. Мгм. Есть художники, которые там неделю ходят возле мастерской, потом приходят и пишут картину. У меня наоборот. Чем больше я пишу, тем больше я придумываю. Мгм. И работы, названий, и как, и что. То есть какими-то такими циклами, там, по 10, по 20 Мгм. картин. Поэтому, собственно, у меня, если смотреть, есть такие периоды, как бы. Там все равно Шерешевский, но это другой период, потому что я работаю очень много, одну за одной, и чем больше работаешь, тем больше придумывается. Потом какой-то там этап наступает, ступор, все. Тут на эту тему в этой манере я высказался. Мгм. Тут в это время лучше всего сделать выставку. Мгм. Походить, там, подумать. Там. Пофотографироваться с Да, посетителями. во время выставки хорошо получаются заказы, то есть, которые накопились, там, заказные портреты, Мгм. где не надо сильно голову включать. А потом вот после выставки начинается медленное нащупывание, там какие-то повторы идут, там Ну, а это какие. похоже на новую книжку, если у писателей брать? Да? Ну, я писателем еще не был, но, наверное, похоже. Да. Потому На, что да. был такой художник крымский. Удивительное дело, но он, кажется, он был почетным гражданином Феодосии и даже почетным или каким-то председателем крымско-татарской общины этого города. Хотя сам он был не крымский татарин, за фамилию, вот, наверное, ты догадаешься, как было. Айвазовский, да? Он писал картины, вот есть картина «Среди волн», ну, ее все знают, да? И он, говорят, он ее писал там 2,5 часа. Ну, я думаю, что физически это невозможно, наверное, ему помогали, да? Но все равно он писал картины стремительно, Очень очень стремительно, да. стремительно, да. Даже быстрее, чем я.
Ну, ты же не засекал. Ну да, не, ну я такие не... Ну, сколько вот уходит на работу маслом? Это же масло. И ты маслом, и он маслом. Ну, день, два, три, в общем, Мгм. день, два, три. В лучшем случае. Мгм. Потому что бывают случаи, когда ты вроде картину написал, а через 3 дня пришел и перемахал половину. Скажи мне, вот современное искусство, мне кажется, оно уже, ну, может быть, раньше где-то и было какое-то искусство такое, значит, искусство для искусства. Но сейчас вот в этом мире, где мы живем, оно все-таки, ну, не может быть оторванным совсем от жизни, да? Или даже совсем не может быть оторванным. И все равно человек живет, да и всегда так было, на самом деле. Сейчас времена опять тяжелые. Вот у тебя творчество менялось, вот давай так конкретно, вот в момент Майдана, в момент начала войны, в момент оккупации Крыма, изменилось ли твое творчество или и как, есть ли изменилось или нет? Ну, во время Майдана еще нет. Я это хорошо помню. То есть я работал по накатанной, ходил на Майдан, Мгм. но как-то оно на творчество... А вот когда уже начался захват Крыма, когда уже началась война, тогда пошли у меня, помню, довольно жесткие картины. И была выставка у Волошина в галерее. Так, я ее даже специально расцветил некоторыми такими девочками, потому что вот я сам посмотрел, она такая жестковатая. Там Russia Today была, Мгм. восточная медицина, Мгм. такие Мгм. работы. Вот где-то оно дошло до Захара Прилепина, и там, И? да, и, ну, пошло в интернете этот срач такой, как так называемый. Ну, финансово это на мне никак не отразилось. Но когда вокруг твоей картины там 4-5 тысяч комментариев, за в основном. С нашей стороны Мгм. за, а с Мгм. вражеской стороны против, ну, ты даже их читать не успеваешь. Да. Но задело его А там. что там было? Картина Russia Today, там было... Это после Голландии у меня была серия таких, не малых, а больших голландцев, я их Мгм. назвал серия. А малые голландцы, там было всегда там пьяные драки какие-то, Ну, там это да, известно. обжираловка. То Да-да-да. есть это, Еда, вот это да, все. картины для буржуев таких. И тут было это все в огромном, в большом размере. Там пьянство, разврат. И Russia Today А что называлось. Прилепину не понравилось? Ну, не понравилось, что вот так вот, не знаю, может, тогда в Russia Today это и Я думаю, работало, что но... ему не понравилось просто потому, что он увидел, что, ну, украинцы очень хорошо рисуют, Ну, и да, может да. быть, но он там что-то начал ну, он в конце сорвался. Я еще не знал, кто это такой тогда. Тебя Бог миловал. Я его Да, лично знал, к да. сожалению. Вот. Мне Ну, говорили, мне говорили, это раньше был нормальный человек, раньше, про тебя, про него. про него. Мне Ну, говорили. Я да, спрашивал, он кто? выглядел как нормальный человек. Да, они же-то как, эти люди искусства-то российские? Они же, все же были против Путина, все. Там такие революционеры, хоть прикуривай было. А потом как-то так они раз, и с Владимиром Владимировичем уже Повзрослели. повзрослели, выросли, да, и Да. сразу в партию. Да, это как раз аннексия Крыма. Что у тебя с Крымом связано им по живописи, не по живописи, по жизни, как угодно? Ну, у меня много. Я уже когда-то говорил, что, судя по всему, это, конечно, сейчас уже проверить нельзя, я там был зачат. Мгм. Вот. В Голубой бухте, вот под Семиизом. Судя по срокам, и там... Мгм. Может, это и сказалось в каком-то смысле. Вот. Красота имеет И значение. да, Крым я любил, потому что я его помню от до татарский, кстати. И потом, когда татары начали возвращаться, и когда они уже вернулись и осели, и когда я уже ходил только кушать к татарам, только. Принципиальная была позиция тогда. Вот. Ну, если я где-то кушал в Ну каких-то да. кафе там, да. Так что я застал Крым от дикого до Крыма уже автомобильного. Ну и я помню, как, собственно, менялась крымская идеология местного населения, каких напичкивали этой пропагандой лет за 5, за 7, как это начало. Они еще не видели ни одного крымского татарина, но уже ненавидели, Не, так? они уже видели татар, но они уже начали медленно ненавидеть Украину. Мгм.
То есть на глазах. Я помню Севастополь, когда я там 10-й год Мгм. и 4-й или 3-й, 2003 или Мгм. в 2003 или 2004 было 3 или 4 газеты украинских лежало там. Ну, тогда еще газеты покупали. В 10-м еще покупали. В 10-м была одна украинская газета, и то очень несвежая. Там, не Мгм. помню, как она там. А с чем это было связано, как ты думаешь? Ну, с чем? Это С после, вытеснением. Вытеснением. это после первого Майдана русские взялись серьезно, Да, да? да, да. И Взялись. усилили пропаганду и все такое Да, прочее. взялись. А какие места ты в Крыму любишь? Может быть, у тебя друзья там есть какие-то, с которыми ты общаешься? Что для тебя Крым сейчас? Ну, для меня это вот отрезанный, ну, я не буду даже говорить, что, да, вот, но это родина, на которую я не могу вернуться. А что для тебя? Ну, в Крыму у меня есть несколько любимых мест. Это южный берег в районе Алупки-Семииза. Да, Почему? Потому что там я несколько раз, будучи еще маленьким, там с Мгм. бабушкой, там с папой, с мамой. Мгм. Папа у меня был рентгенолог, очень известный всеукраинский. В институте туберкулеза и грудной хирургии был зав. Рентгенотделением. И Мгм. он ездил, читал в Крым, в эти санатории, там, для местных врачей какие-то лекции. Один из этих санаториев теперь это дом Медведчука. Там это или Боброва, или Да. Баранова. Старый дом какой-то, да, в Ну, это котором был дворец. дворец, Да, потом там это был дворец, санаторий, это да? был санаторий, потом отреставрирован. Поэтому вот этот кусочек южнобережный я люблю. Ну, я любил Тарханкут, ну, там, где сейчас уже военные базы, наверное, русские, там туда Мгм. зайти нельзя, потому что там одно время мы ездили, очень хорошая компания, такая художественно-театральная. Художественно-театральная компания. Там был Дима Богомазов, с ним мы там окончательно подружились. Главный режиссер сейчас театра Франката. Мгм. Коля Журавель, известный художник там. Сёма Горов, известный режиссер, клипмейкер. Актеры известные. Ну, в общем, всем мы тогда жили в скалах и ходили без трусов. В трусах было неудобно. Ну, это давно поди было уже, Да, да? да. И там были, кстати, хорошие русские ребята, которые с некоторыми удалось поддерживать связь там, после 2014 года. То есть это тоже художники? Нет, был хирург, там, Мгм. был, я уже, Ну и конечно, где сейчас эти ваши русские ребята? никто не знает. Ну, Путина там восхваляют, поди. ну, первый вот 14 год, когда с ними была связь, Мгм. они были против аннексии, то Мгм. есть, ну, в разговоре с нами. Что сейчас неизвестно. Потому что я знаю, у меня есть несколько знакомых, которые там поддерживают с донецкими, с крымскими друзьями. Ну, не друзьями, а Мгм. Ну, с кем раньше да, да, встречались? которые были такие проукраинские. Они за 5 лет у них тоже мозги все-таки промылись. Они говорят, мы сами удивляемся. Они там остались, Мгм. вынуждены Мгм. были остаться в силу каких-то там причин семейных в первую очередь. И они, Слушай, вот ты подошел как раз к такой теме интересной. Вот Ленин, кто это сказал? Великая сила искусства. Кто сказал? Не помнишь? не помню. Ну, короче, Это есть такое все выражение. могли Да, великая сказать. сила искусства. С одной стороны, вроде как искусство — это позитив всегда, ну, как бы это красота, это Ну, не талантливость всегда. какая-то, да? Не всегда. А бывает вот искусство, которое превращает людей, ну, просто в не людей, да? Вот в чем сила, влияние, вот ты сейчас затронул там пропаганду, но это же и кино, и там, может быть, что угодно, да? Вот, как ты отличаешь вот это искусство как оружие и искусство как благо? Вот есть какая-то грань между этим? Ну, практически нет. Ее почти нет, да. Ну, если художник честный, он не будет заниматься искусством как оружием. Мгм. Вот, это уже все зависит от художника. Ну, и с другой стороны, там музыка не может быть оружием. Вот.
вот живопись тоже не может быть, если это живопись, если это там не какие-то концептуальные там. Слушай, были такие, как Дейнека, например, да, в советское время. Он же рисовал практически как нацистские художники. Вот этих ариев, да, вот этих культ физической силы, вот это все, да. Ну, Вот, это же было, это что ж часть пропаганды советской была в том числе. ну, он это искренне делал. Он восхищался, всегда восхищался телом. А Лени Рифеншталь не искренне делала, нет? Одна из певцов нацистского режима. Да. А эти... Она, да. Да. Но Дейнека, ну, он рисовал Ну хорошо, человека. ладно, да, Это я понимаю, да. и Рифеншталь — это разные вещи. Да, Все-таки, да, по воздействию. Но ты видишь, ты замечаешь сейчас, может, ты не обращаешь внимания вообще. Вот насколько разошлись российское искусство и украинское хотя бы за последние лет 10. Это вообще ж совершенно... Я вот, честно, жил в Москве, казалось бы, там этих, ну, должно быть художников полно, да? Нигде никогда почему-то я не пересекался ни с кем. Искусство современное российское, тогдашнее, меня оно навевало такую тоску. Это было в основном, они для властей рисовали, там, для каких-то... Ну, короче, это было очень сильно все заорганизовано. И не было ничего такого, чем я восхищался, как таким полетом творчества. Я приехал когда сюда, один художник, другой, третий, четвертый, вы вообще другие люди. Вот просто совсем. Да, ты чувствуешь разницу, насколько сильно это отличается? В каком, что значит вот в смысле искусства Украина не Россия? Ну, во-первых, раньше Россия очень сильно подпитывалась нами. То Очень есть художники сильно. переезжали, И харьковские, одесские, там, и Мгм. группа перца, и все это. Весь авангард и Кабаков, например. Это все лезло отсюда или там с юга, там Виноградов, Дубосарский, кто-то из Кишинева. Там. Ну, в общем, это раз. Вот. А у них этот источник иссяк. Мгм. Так же, как еврейский источник в юморе Мгм. иссяк. И нету уже того юмора, Кстати, да. который был. Мгм. Вот. И нету такого подхода к живописи, как к живописи южного такого. Ну, не столько южного, сколько это назовем темпераментного. Мгм. Потому что там такое искусство. Я когда сейчас иногда смотрю художников, которые хорошо умеют рисовать, вот российских, Мгм. они же рисуют, я это называю Александра Невского. Лавры Александра Невского они рисуют. Там битвы там шикарные, там какие-то там хоругви. Ну, в общем, ну, в 21 веке я не знаю, что должно быть в голове у человека, чтобы рисовать там такие картины там про... Ну, то, что уже было нарисовано в 30-е, в сталинские времена, это уже все было нарисовано, только теперь это еще на православии таком Во-первых, они замешано. колоссальные деньги тратят на И это, ты это, же понимаешь, государство. и это колоссальные деньги. Потому что я помню, лет 10 назад одна из моих знакомых художниц, это еще до аннексии, там пересекалась где-то с такими в Доме творчества, не помню, в Сенеже или где-то, ну, уже в такое, в жирное российское время. Говорит, я офигела, они все приехали на дорогущих джипах огромных, и там начали рисовать такие картины, там, как- какой модерн, там все такое реализм, полусоцреализм, но реализм, и они просто там жирные такие, значит. Слушай, там на одних портретах Путина или какого-нибудь Александра Невского можно всю Ну, жизнь жить. есть же и просто. портреты и губернаторов, там тоже, Да. тоже нельзя мимо этого пройти. Рынок-то огромный. Есть еще Да, есть. бизнесмены, олигархи всякие и так далее. Да, да. Мгм. Да, искусство, конечно, искусство, во-первых, там все очень сильно, это сейчас в Крыму заметно, там все очень милитаризовано, и все на эти скрепы завязано, да? Да, все на скрипке. Да, а у нас, несмотря на Их то, что... задача ж переписать историю. Вот с И помощью, перерисовать с тоже. помощью, да. Началось с историков, а теперь это вот надо закрепить в изобразительном ряде, для того, чтобы это в учебниках детских там эти картины были. Да детский учат сейчас с детского сада. Сейчас мультики такие, там танки, дети там стреляют друг в друга. Ну, короче, нам это вообще не близко, непонятно.
Ну, И очень жалко я детей, тебе скажу, которые в что мне оккупации. даже и не интересно теперь смотреть. Там иногда попадаются хорошие очень Мгм. московско-питерские художники, которые там натюрморты, там пейзажи какие-то. Ну, Ну, где сложно танк я нарисовать, да. вижу, что там есть культура паса, там Мгм. есть живопись, там такие, ну, люди как бы отвлеченные Мгм. от есть очень, ну, понятно, страна А большая, школа скажи, хорошая. а тоталитаризм, он подавляет творчество? Например, вот если бы тогда не Майдан победил, а Янукович, и если бы здесь была российская, ну, де-факто оккупация, да, вот как бы тебе и твоим коллегам, таким же, как ты, художникам, жилось и писалось в таких условиях? Я понимаю, что это гипотетически, но вот просто насколько связана жизнь общества и живопись? Ну, наверное, какие-то дули бы мы рисовали Ну, втихаря. из Мгм. карманов. Ну, здесь сложно было бы до конца придавить, потому что, ну, показывали бы картины эти, которые Ну, плюс интернет, ну, уже зупинити, тут уже зупинити це не Это ты можна. сейчас. А ты знаешь, как они сейчас в России закручивают все? Вообще все. Так, ну, За картиночку можно сесть, дорогой мой друг. Да, в России закручивают, а здесь бы не получилось никак закрутить. Нет, если бы, я Тут, имею в виду, если бы, тут ну, все-таки понятно. не тот менталитет у людей. Смотри, вот Царь-батюшка нас меньше это интересует. понятно, но за твою подводную лодку за плечом у женщины ты бы еще отвечал бы перед худсоветом, может быть, ты хотел оскорбить российскую армию, например. Ну, там про российскую армию, там вообще о женской судьбе, понимаешь, Ты картина. будешь Про рассказывать потом, да. американскую армию. Американскую армию, да. Ой, нет, ну, смотри, я просто считаю, что, конечно, наверное, не искусство определяет жизнь. Все равно искусство это и не все увлекаются, там, не все читают, не все смотрят картины, да? Не все. Картины совсем не все смотрят. Это, конечно, обидно. Читают больше все-таки. Да. Вот. Но все-таки жизнь и политика очень сильно влияет на искусство, я думаю. Это отрицать невозможно. Намного сильнее в обратную сторону влияния. И мне бы хотелось, чтобы ты сказал вот о нас. Да, странно, Ну конечно. что странно? Ну, в советское время были такие там «Современник», театр Таганки. Как-то они сопротивлялись. Там, Ну, ну там тихо, тоже но разрешали. Ну, а сейчас, наверное, только по недосмотру, может, разрешают. Ну, Сейчас, вот сейчас еще и подкупают. Вот посмотри на этих режиссеров, на этих актеров каких-нибудь московских, да, они же колоссально богатые люди. Ну, как бы, кому хочется это терять, в принципе, да. Вот, плюс, ну вот слава богу, что мы оторвались от этого, вы оторвались от этого. А над ним же все равно вот этот страх царя, все равно он висит. Куда ты не денься, все равно будешь в какой-то мере похожим на такое вселенское зло, как Илья Глазунов, например, да. Илья Глазунов это просто это отрицание искусства, в принципе. Это вот империя тоже такая. начинал не совсем так, не так, как заканчивал. Ну, видишь, Но вовремя понял. да, Да, шел туда в правильном направлении. да, вовремя понял. А такой скульптор, как Зураб Царетели, например. Украина уже тем лучше России, что здесь нет ни одной его скульптуры. Это Да, же невозможно, это невозможно ужасно А просто. как в Крыму, почему до сих пор Церетели ничего Не знаю, не это надо, кстати, поставил? выяснить. А ведь уже должен был бы Кстати, я поставить. думаю, что когда, значит, Крым освободится от этих русских, так сказать, Ну, кочевников. хоть останется Церетели скульптурка. Нет, ну это надо Как будет память. отдельный парк вот этот, где вот эти все. А, ты видел вот это? Оцени мне, пожалуйста. Может, хочешь, найду, наверное, ты помнишь. Помнишь вот эта скульптура вежливому человечку они поставили, то ли в Бахчисарае, то ли в Северово, с котом. Он вот так Да, кота да, держит. да, Помнишь, да? помню, Вот да. что это за вид искусства, расскажи мне такое. Ну, кич. Кич, да? Кич натуральный, да. Но я думаю, эта скульптура все равно долго не простоит все-таки. Все-таки ее подвинут. Но, конечно, кичуган такой, эту скульптуру надо оставлять. Потому что Нет, это, однозначно. Музей оккупации, это, да, конечно. да, это, Детей пугать надо все-таки. И да, котов в том числе. да, кто разрешает такие скульптуры ставить? Для меня загадка. Ведь у нас на нашей Украине тоже сейчас в провинции ставят, Серийные такие, да, работы? наоборот, не серийные, а Нет? какие-то идиотские абсолютно, потому что, ну,
местные царьки уже чувствуют свою силу, и Мгм. они выпивают с каким-то скульптором, там, который закончил 3 класса. Там, Ага. вот. И они ему заказывают. Раньше ж это заказывалось через комбинат в Киеве, там худсовет, какие-то серьезные художники, Мгм. Мгм. которые там... И он ехал, и где-то там, не буду какой-то город называть, условно там Никополь возьмем Мгм. какой-то, ставил скульптуру какую-то. А сейчас местные скульпторы есть, которых, ну, где они учились, где они взяли, Ну, с них... тут и хорошо, и плохо, наверное. Потому что раньше через ваш худсовет и талант не мог пробиться, наверное. Не, ну это... Да. Я в худсоветах никогда не был и не сдал. Нет, когда-то Но ты проходил же худсовет очень. халтуру я когда-то сдавал одну, мы школу расписывали, и приезжал человек из комбината художественного. Вот он ничего не видел, мы ему поляну накрыли, и он все подписал. И... Слушай, а вот как ты относишься к такому виду искусства, как скульптуры, допустим, Путина или что-то там изображенное из дерьма? Из дерьма и навоза. Ты видел эти прекрасные работы, да? Путина из дерьма. Ну или Не, кого-то там, вот какой-то якутский скульптор пользуется как материалом навозом. И патриотические, значит, вот российские какие-то. живая скульптура. Живая, да? Вот. И там что-то было такое. Я не помню. Он, по-моему, серию целую работ сделал таких вот. Ну, так это выдающийся современный скульптор. И Раз он на такое да, да, пошел. да. Ну, Потому что короче, дерьмо в баночке давно закатывали уже и продавали. Там, а скульптуру из дерьма, это... Я не видел, но ход смелый. но самый распространенный сейчас герой в живописи, в российской, там, один из самых, и в скульптуре, это Сталин, чтобы ты знал. Сейчас памятники Сталину ставят вообще через Да, каждый это этот ужасно. перекресток. Я когда-то в 90-х годах, когда ездил часто в Германию, у меня там были там пару коллекционеров, и один из них немножко увлекался советской атрибутикой, потому что он родился ну, на территории Советского Союза, ну, теперешнего. Мгм. Тогда это была еще Бессарабия, то есть в 1940 году и в немецкой семье, которая сбежала после прихода советской власти. Какая-то у него... Собирал что-то советское. Он Мгм. мне заказывал Сталина. Портрет в полный рост. И я говорю, я Сталина рисовать не буду. Он говорит, а я тебе заплачу вот столько. Ну, допустим, если там он у меня Мгм. за 700 марок какие-то картины метровые покупал тогда. Мгм. Вот я тебе плачу там 2000 марок. Я думаю, ну, деньги большие, нарисую. Приехал в Киев, не смог нарисовать этого Сталина. Я приезжаю в Германию, говорит, ну как? Я говорю, не смог рисовать. Он говорит, 4000 марок, ну, чтобы ты мне Сталина нарисовал. И я уже заказал подрамник, уже все. Уже не смог нарисовать. Я ему звоню, говорю, извини, дорогой. Полно желающих. Ну, в России закажи. Ой, да в России очередь бы стояла. Да. Ему там 4 бы нарисовали эти Сталина за эти Это деньги. же было время там 94-й, 5-й, 7-й, Голодное время. Я могу себе год. представить, еще Просто евро не было. тогда еще это Да. такое перестроечное было все. Это за 4000 Тогда дойчмарок. Сталина тоже не каждый еще бы согласился рисовать. Ну, деньги были огромные. Я не смог нарисовать. А почему не смог? Вот что, ну вот смотри. Вот, Я понял, что будет плохо. я Я никогда... бы могу себя насиловать, но если бы где-то там в лагере под дулом автомата я бы себе нарисовал бы Сталина, ну... Просто для нас Сталин это основной палач. Ну, человек, который решил наш народ просто уничтожить, да, сослать, забыть, вычеркнуть, уничтожить все кладбища, все. То есть для нас это вот как равно, как, я не знаю, как для евреев Гитлер, Холокост. Просто раз вас и нету. Ну, Голодомор в Срезали всё. Украине Да, тоже да, да, был, да, 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 да. Но если бы еще представить, что всех украинцев вообще бы убрали из Украины, вот такой масштаб бедствия для нас, для крымских татар, да, этот человек, именно этот человек,
И я, например, никогда не вставал под советский гимн, потому что он для Сталина был написан, вот это «Союз нерушимый», сейчас российский гимн вот этот, да. Никогда там в жизни для нас это просто палач, да. А сейчас они что делают? Вот ты не смог Сталина нарисовать, а сейчас там в Крыму каждое вот это какое-то гуляние вот это их, да, они обязательно его портрет, они на дирижаблях поднимают огромный фестиваль. Представь себе, вот насколько вывернуты мозги. Фестиваль не дирижаблей, воздушных шаров, да, как раз над городом, ну, рядом с городом, где, откуда моя семья, это Белогорск, сейчас называется Харасу-Базар, и там скала, вот эта белая скала Хая, и с него, видимо, там или где-то рядом они запускают шары, и, значит, огромный, сколько-то, 10, 20 на 30 метров Сталина над Крымом запускают, чтобы крымским татарам показать палача. Да, посмотрели фильм М. Михалкова Никиты? Ну, Михалков Никита, это, конечно, знамя антиискусства. Вместе это фактически такая ментальная жена Глазунова. Вот, одно и то же. Скажи мне, вот просто если серьезно сказать, что люди, которые живут там в оккупации, они реально живут в духоте. Просто выезжают из Крыма люди. И они говорят, ну давайте куда-то сходим, давайте посмотрим. Они могут хотя бы тут громко разговаривать, да, там шепотом, люди приезжают шепотом говорят. Вот. Вот человек живет, сейчас есть возможность жить современным искусством, следить за ним, там, смотреть на расстоянии, потому что выезжать, ну, не всегда и не часто. Тем более сейчас ковид и всякие другие проблемы. Что бы ты порекомендовал людям, которые тянутся к искусству, которые хотят развиваться, хотят выставляться? Ну, там, понятно, там не только Лубок какой-нибудь или какую-нибудь пророссийщину. Вот в Украине есть сейчас возможность для развития художников из Крыма, там, для детей там, и так далее? Я не думаю. Не думаю. Тут возможностей для художников из Киева нет больших. Мгм. Или во Львове художникам со Львова, или в Одессе художникам. Вот. Ну, не знаю. То есть, Нас никто не поддерживает и не собирает. то есть самим продираться только единственный способ. Ну, не надо иллюзии строить тут. Конечно, есть фонды там какие-то, Нет, я куда-то скорее про писать. академии, вот поступить куда-то молодому парню. Куда поступать вот в Киеве, например? Не, ну есть же этот художественный институт или академия, которая сейчас только перешла к моменту реорганизации. Слушай, не так давно, сколько-то месяцев назад был скандал, когда преподаватель истории искусств этой академии написал пост, где, ну, он, по-моему, сумасшедший, на мой взгляд. Он говорит, так хочется взять в руки топор и порубать крымских татар. Я аж присел. Скандал был страшный. Да, я по-моему, его помню, помнишь, да? Что за безумие вообще? Что за люди? Не знаю. И я не знаю. Скажи мне, твое личное отношение к крымским татарам? Что ты знаешь про наш народ? У тебя и работы есть, связанные с Крымом. Вот расскажи по этой части твоего сознания, потому что для нас очень важно чувствовать сопричастность людей, насколько они могут нам эмпатично быть по отношению к нам, потому что нам очень тяжело. Ну, прежде всего, тяжело и ментально. Ну, я с большим уважением отношусь к крымским татарам. Я видел, как тяжело и как по крупицам они возвращались и начинали там бизнес какой-то свой. Там, Опять же, и- все сами. Никто не помогал, это мягко говоря, да, не помогали. да, ну На самом деле мешали. и немножко же мешали Не еще, немножко. да. Сильно. Я понимаю, что, ну не знаю, я не знаю, надо размножаться. Вот единственный способ, ну, который надо размножаться, надо победить числом. Это, конечно, быстро не получится. Крымские работы свои. Расскажи, есть у тебя такие? Ну, когда-то были, там была у меня Ялтинская конференция, там какая-то вот знаменитая фотография вот этих вот Трех. трех ребят и две голых женщины такие вот. Когда-то у меня была такая, как оказалось, пророческая работа ЮБК, там Юбка называлась, там женщина-снайпер лежала, ну, в такой фривольной форме и куда-то целилась в море. Такая красивая, розовенькая, светлая такая картина. Вот мне потом часто дорекали, говорит, ты ж предвидел, что будет захват. Я не видел эту работу. У тебя она есть или где-то? Нет, конечно. Кстати, ее купили в Крыму.
Мгм. У меня была выставка в каком-то 11 году или Мгм. 12 в Крыму. То есть, где-то в Крыму Я, вполне возможно, что да, и и есть. купил киевский бизнесмен, который имел дом в Крыму. Мгм. То есть, ну, не у меня, это он с выставки Ну, понятно. покупал там за галереей. Вот, ну, я сейчас хочу вспомнить, ну, просто пейзажи мы об этом не будем говорить, потому что их там довольно много было. Вот, Ты Крым. портреты рисовал недавно, ты нарисовал крымскую А девочку вот в фесочке, по-моему. крымско-татарская Да. девочка. Гениальный портрет. Гениальный, абсолютно. И я знаю, где висит. Причем он висит во Львове, там у одного коллекционера. И, кстати, по-моему, он его не очень ценит. То есть там у него есть и другие картины. И он всегда, когда перечисляет, ну, какие у него есть картины, он эту девочку почему-то не... Я ему дорекну. Да рекни, потому Да, что это это не... ошибка Да, картина стратегическая, я бы сказал. классная, и, Классная, классная. вот, и там есть все в этом портрете. Ну, ты Правда. помнишь, Да, да, мне она очень понравилась да, он сразу. такой... Там такие глаза, Причем я да. этот портрет, он получился сразу, а я его раз в полгода переписывал, пока не добился уже окончательного. А что, и так бывает? То есть картина уже высыхает, Да, ты причем, потом дописываешь? чтобы люди понимали, зрители, картина не очень Мгм. большая. Ну да, казалось бы, там. Да, и вот мне не хватало вот какого-то окончания. А переписывать там маленькую работку, это там все на нюансах, но все-таки добился. И, казалось бы, картина, которая ну, никак не должна цеплять наших людей. Я думал, что придет крымско-татарская делегация на выставку и в складчину купит эту картину. Но наши оказались проворнее. Очень много людей ее сразу хотело купить. Ну ты Ну, уж не обижайся, нам немножко сейчас не до искусства просто. да, Да. я понимаю. Надо будет, мы еще такое нарисуем. Для музея деоккупации. Кстати. Музей деоккупации у нас в перспективе. Слушай, а я даже не думал о таком. А как ты себе это представляешь? Ты же человек с развитым мышлением образным, художественным. Ну, во-первых, надо подумать, где это должен быть. Ну там, конечно, где. Здесь нет смысла. Да, там должно. Да, ну если этот музей будет в Севастополе, например, то там его могут забрасывать. Чем? Ты Чем, этих чем. людей не знаешь. Они первые прибегут с украинскими флагами и скажут, что они тут в подполье сидели. Что ты смеешься, что У ли? меня, Они... у меня, кстати, в Севастополе живет одна знакомая женщина. Мгм. Она говорит, что там сейчас неизвестно как, но ну, не сейчас, а там Мгм. весной, например, какой-то человек, неизвестно какой, рядом с российскими воинскими частями или там прокуратурами, там рисовал украинский флаг. То Да, есть да. и его не поймали. Регулярно рисуют. Были Да. расписаны остановки с крымско-татарским, с украинским флагом. Было очень много. У нас дети. Ты знаешь, что такое искусство? Вот для меня огромное искусство. Вот почему-то для меня это искусство, когда дети, первоклассники. Я видел у нас даже есть фотографии. Вот русский учебник. И там, ну не знаю даже по какому предмету написано, нарисуй флаг Родины. И знаешь, такой и триколор, ну, вот такие контуры, такие триколор русского, да? А крымстарский ребенок берет, рисует украинский флаг и там губ прорисовывает и отдает учительнице. Она такая... А этот рисунок, мы даже с ним, по-моему, листовки делали, с этим рисунком забрасывали туда через дроны на оккупированную территорию. То есть искусство, оно может быть во всем, и оно на самом деле очень сильное. И Да, нельзя у меня когда-то, если недооценивать ты это. помнишь, ще не вмерла был портрет Мгм. бабули такой старенькой с желто-синими флажками Мгм. здесь. Мгм. Я его написал в 2014 году. Вот. Ну, огромная картина, двухметровая. Один там поважный коллекционер киевский. И поэтому она только один раз выставлялась, кстати, в Арсенале на Мгм. выставке. Но, тем не менее, ее заметили и печатали открытки. Ну, у меня взяли Мгм. разрешение. И говорят, это
как благотворительность, ее, эту открытку в войсках распространяли там в 14, 15 и 16 году. Почему я знаю? Что все время брали у меня исходник и Мгм. Вот допечатывали ты видишь, как тираж. важна мотивация для людей, которые воюют, и профессиональная работа, и рисунки детей, и все что Это была угодно. открыточка, Да. но тем не менее они, видимо, военные писали домой какие-то Мгм. послания Да, да, да. на этом «Ще не вмерла». Ну, Это всегда такой глубокий перекрученный разговор, потому что люди, они непростые, но люди очень хорошие, патриотичные, и они точно всегда с крымстарским народом, и они это говорят не на «отвяжись», да, в отличие от некоторых политиков и так далее. Спасибо, что помогаете нашему каналу через Patreon. Спасибо, что подписываетесь на постоянную поддержку. Спасибо, что смотрите, ставите лайки, репосты. Помогайте нам и материально, и морально. Смотрите это и дальше. До новых встреч.